Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР», «Голос Крыма», «Майя Буты» в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шавкет Наматуллаев. Добрый вечер, салям алейкум. Уже вот на протяжении всей недели длится этот марафон с таким названием, как сейчас озвучила Гульсум. Мы просим спасти телеканал АТР. В очередной раз наш телеканал столкнулся с финансовыми проблемами. В бюджете деньги были заложены, но почему-то Министерство реинтеграции по оккупированным территориям решило деньги, предусмотренные для телеканала АТР, распределить на других вещателей. И мы пытаемся узнать, кто эти вещатели, каким образом эти вещатели появились, действительно ли сами претендовали на деньги, предусмотренные для телеканала АТР. Поэтому точных ответов еще нет. Министерство по оккупированным территориям реинтеграции до сих пор не дало ответ. Мы, как журналисты с редакции «Заман», отправляли официальное письмо, сказали, что ответят, поэтому ждем. А сегодня в Верховной Раде депутаты спрашивали министерство. В течение этого эфира мы будем озвучивать и эти заявления. Я думаю, что логично было бы в начале эфира дать эту новость, которая появилась сегодня. Сегодня народный депутат Украины от фракции «Голос» Соломія Бобровська задала вопрос Министерству по вопросам реинтеграции Резникову о ситуации, которая сложилась вокруг финансирования телеканала АТР. Вот что она спросила, и вот что там ответили. Давайте послушаем. Доброго дня. Маю запитання до представників уряду, в першу чергу до пана Резнікова, стосовно телеканалу АТР і фінансування. Скажіть, будь ласка, чи відбувається якась публічна комунікація? Як планується вирішити це питання щодо мовлення, можливості мовлення АТР? І які перспективи підтримки фінансової для єдиного кримсько-татарського каналу, який сьогодні мовить не лише для Криму? Стосовно компанії каналу АТР, це приватне товариство «Атлант СВ». На сьогоднішній день закон України про державний бюджет на 2021 рік не передбачає безпосереднього прямого фінансування приватної структури. Ми глибоко переконані в тому, що канал АТР повинен отримати підтримку з боку держави. Водночас розподілення цих коштів буде відбуватися в рамках чинного законодавства. Крім того, є ще ряд інших каналів, які також до нас звернулися про те, щоб забезпечити мовлення на тимчасово окупованій території. Ми вважаємо, що всі вони повинні бути в рівних умовах. Відповідно, ми за те, щоб отримати кожен з них відповідне фінансування. Водночас буду просити вашої підтримки, бо це передбачене фінансування на поточний рік, воно є вкрай мале по відношенню до того, що ми планували зробити і пропонували. Тому, користуючись нагодою, прошу парламентарів при перегляді бюджету на поточний рік передбачити додаткове відповідне фінансування. Ми впевнені, що нас підтримують також представники парламенту кримськотатарського народу. Дякую за увагу. Гость нашей студии Борис Тизенгаузен, политтехнолог. Пане Борису, витаю вас. Добрый вечер. Как вы думаете, вот вы сейчас услышали заявление зама Резникова? Насколько вообще сегодня, вот в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, у нас война в стране, у нас гибридная война, информационная, насколько вот сейчас актуально в условиях войны проводить подобные конкурсы? Телеканал АТР работает в направлении деоккупации Крыма. Деоккупация – это же не конкурс. Согласно букве закона, заместитель Резникова выдал вот эту информацию. Но мы же понимаем, что не все сейчас, может быть, не так правильно следовать до конца этой букве закона, потому что, например, господин Зеленский и Совет национальной безопасности, заблокировав филированные с Виктором Медведчуком каналы, они тоже не совсем по букве закона действовали. То есть они действовали. То есть это политическое решение? Это политическое решение по борьбе. В интересах государства сделано. Их позиция была такая, да, мы защищаем интересы государства, хотя там тоже очень много всего непонятного. Санкции по отношению к одному человеку, каналы к этому человеку имеют там отношение постольку-поскольку, доказательной базы не представили. То есть я так понимаю, что еще много проблем в юридической плоскости ждут тех, кто эти санкции инициировал. И уж тем более я не приветствую преследование журналистов, на каком бы канале они ни работали, на АТР, на нашем, на прямом и так далее. Нельзя публиковать данные журналистов, призывать к их преследованию и так далее, и так далее. Они выполняют свою работу, вот и все. Поэтому, что касается канала АТР, вот это для меня не очень понятно. Объясню почему. Потому что Зеленский очень хорошую инициативу
решил в этом году имплементировать, да, я говорю про Крымскую платформу, да, для того, чтобы Крымская платформа заработала. Раньше же мы, при предыдущем президенте особо про Крым никто не говорил. Потеряли, где-то потом будем возвращать и так далее. Крымская платформа, ее суть, ее функция в том, чтобы актуализировать проблему возврата Крыма, чтобы эта проблема была каждый день, каждый час в повестке дня не только нашей, но и наших европейских партнеров и так далее. Так вот, чтобы Крымская платформа заработала, нам необходимо туда привлекать другие государства, в том числе представителей европейских государств, в том числе представителей Соединенных Штатов, в том числе представителей турецкой стороны. А теперь я цепочку логическую выстраиваю. Не секрет, что турецкая сторона всегда поддерживала крымских татар. Не секрет, что освобождение пленных политических заключенных некоторых происходило с помощью турецкой стороны. Даже там украинская сторона не столько влияла, сколько турецкая сторона. Ахтем Чийгоз, Эльмир Умеров. Безусловно. То есть логика следующая. Если мы хотим, чтобы Крымская платформа заработала, если нам нужна поддержка турецкой стороны в том числе, то зачем же мы сейчас идем на подобные шаги? Потому что канал АТР, он вещает как раз, в основном его смотрят и в том числе население крымско-татарское в Крыму. Это единственный канал, который прямо в голову доставляет информацию правильную, без какой-то там шелухи, без пропаганды. То есть, и плюс ко всему, на мой взгляд, в Крыму, я, конечно, сейчас свою личную точку зрения высказываю, на мой взгляд, в Крыму наиболее пострадали именно от политических репрессий после оккупации Крыма именно крымские татары. И именно в Крыму сейчас находится неограниченный резерв для Путина, как бы цинично это ни звучало, для пополнения этими политическими заключенными. Мы можем сколько угодно менять 5 на 5, 10 на 10, но у Путина всегда есть ресурс, когда он может 20-30 крымских татар посадить там под надуманными причинами и потом их менять уже на своих комбатантов. Хорошо, а как вы связываете эти два противоречия? Это вопрос телеканала АТР. Решался или решается? На каком уровне? Я думаю, что непосредственно на решение этого вопроса может иметь влияние сам господин Резник. Я думаю, что, возможно, ему не очень нравится то, что он там увидел, в том числе и о себе на канале АТР. Хотя по отношению к другим каналам у него нет такого влияния. То есть он имеет возможность, например, заблокировать финансирование точно так же, как по санкциям по другим каналам. Будьте любезны, предоставьте нам список этих каналов, которые хотят поучаствовать в конкурсе. Может быть, они существуют только на бумаге. Кроме АТР, например, я на сегодняшний день не знаю другого канала, который может так по охватам, так именно в целевую аудиторию попадать. Поэтому будьте любезны, предоставьте. Я думаю, что никто ничего не предоставит нам. А давайте узнаем. С нами сейчас на прямой связи советник вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Андрей Мірошниченко. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Андрею, вы сейчас в эфире первого и единственного крымско-татарского телеканала АТР. Вас сейчас смотрит Крым, вас сейчас слушает Крым, вас слушает оккупированная территория, вас слушают зрители телеканала АТР, которые сейчас со слезами звонят к нам в студию. Что вы скажете относительно ситуации, которая сегодня сложилась с финансированием телеканала? Нам закрываться, либо все-таки голос крымско-татарского народа сегодня нужен для оккупированной территории? Разумеется, вам не закрываться, продолжать работать, потому что финансирование, поддержку телерадиовещателей, которые осуществляют вещание на оккупированную территорию, временно оккупированной территории и Крыма, и Донбасса, в результате предусмотрено. Да, разумеется, она не в том объеме, в котором хотелось бы, но я думаю, что мы общими усилиями сумеем получить дополнительное финансирование. Будем обращаться к народным депутатам, чтобы это предусмотреть дополнительные бюджеты. Сегодня ушли или подписаны письма на международные организации, на G7. И, разумеется, еще мы общими усилиями сумеем обеспечить, чтобы и канал АТР, и другие вещатели продолжали вещание и доносили правду, и обеспечивали
и крымско-татарскому народу, и украинцам, живущим, которые разговаривают на украинском и на русском, информацию о той жизни, которая сейчас идет в Украине. И я думаю, что мы должны заботиться о всех вещателях и о всех гражданах, которые сегодня страдают от оккупации. Пане Андрею, а скажите, вот когда возникла вот эта идея с конкурсами, с лотами, кому она пришла в голову, когда вот эта идея появилась? Потому что до этого ничего подобного мы не слышали, и речи не шло о каких-то других 14 вещателях. Когда они вдруг появились, получается, вот эти 7 лет их не было, им не нужна была эта помощь? Ну, во-первых, я не могу сказать про 7 лет. Я знаю точно, что этот вопрос возникает постоянно. Мы обсуждали в том числе и с руководством вашего канала еще в прошлом году, по-моему, если не ошибаюсь, в октябре месяце, могу точные даты перепутать, о том, что существует несколько компонентов. Есть компонент, связанный с тем, что помощь в вещании, как минимум в компенсации, связанной с донесением сигналом, должны получать много каналов, потому что сегодня вещание на разные группы населения осуществляют разные каналы, и разумеется, что уникальный канал АТР должен получать, в моем понимании личном, большую помощь, потому что это уникальное явление. Есть телеканалы, есть радиоканалы, и это обсуждалось. Есть вторая часть о том, что сама процедура предоставления финансирования, согласно украинскому законодательству, подразумевает, что если эта помощь не государственному каналу, то она осуществляется на конкурсной основе. И это простая процедурная вещь, которая не возникает сложности ее осуществить. Пане Андрей, мы же сейчас не говорим, пане Андрей, извините, я вас перебью, но мы же сейчас не говорим про буквы закона. Мы с вами сейчас не говорим про юриспруденцию и так далее. Мы с вами сейчас говорим о стратегических вещах. Мы с вами говорим сейчас о политических решениях. Мы сейчас говорим о ситуации, в которой мы находимся. Мы находимся в условиях противостояния с агрессором. В данном случае с Российской Федерацией. Ну, смотрите, то есть есть две вещи. Во-первых, закон у нас все равно выполнять, независимо ни от чего. Есть норма закона, говорящая, что существует процедура, и нет никаких проблем соблюсти эту процедуру. Мы очень открыты для того, чтобы эта процедура была максимально комфортная и все смогли осуществить. Это не сверхсложная задача. Это одна вещь. Вторая вещь это то, что с точки зрения политической, с точки зрения государства, у нас нет никаких противоречий. Разумеется, такой телеканал, как АТР, должен получать поддержку. Единственный вопрос состоит в том, что это должно происходить в той форме, в которой это возможно. В прошлом году в бюджете было напрямую написано, что получателем помощи является компания «Атлант СВ». И в этом случае возможно осуществление прямого платежа, прямой помощи. В этом году в бюджете написано финансирование на підтримку телерадиомовників. Четкого фиксации в бюджете, а бюджет является законом, такой нормы нет. Поэтому Министерство реинтеграции будет осуществлять поддержку, но согласно определенных законом процедур. Нет, действительно, нам непонятно, когда разрабатывали бюджет этого года, в декабре, когда его принимали, до этого специалисты нашего телеканала, юристы работали вместе с бюджетным комитетом, вместе с депутатами, когда подавали это предложение, чтобы финансировали телеканал АТР. Да, действительно, в бюджете, принятом на 2021 год, действительно не написано
что именно поддержка для телеканала АТР. Но мы знаем, что работали над этой поправкой, над этой просьбой именно депутаты, именно просили, чтобы поддержка была для телеканала АТР. А мы сейчас видим, что министерство решило просто использовать эту статью и распределить, и сказать, что министерство готово помогать не только для АТР, а также мы готовы помочь для других СМИ. Поэтому как-то очень интересно получается. Смотрите, то есть давайте вот быть честными перед нашими слушателями и зрителями. Разумеется, точно так же, как работали депутаты, работали с министерством, мы не только говорили о формулировках. Точно так же был запрос бюджетный на гораздо большую сумму для того, чтобы еще больше поддержки дать тем вещателям, которые сегодня осуществляют эту деятельность. Но, разумеется, мы находимся всегда в дефиците ресурсов. И теперь наша задача не устраивать между нами споры, а найти сесть за стол и найти максимально эффективный способ использования всех нескольких средств. И если необходимо, вместе, общими усилиями найти дополнительные ресурсы. Скажите... Всего лишь навсего нужно быть настроенным на взаимодействие. Мы очень открыты к этому взаимодействию, готовы дальше двигаться, и мы будем двигаться, невзирая ни на что. Пан Андрей, поддержку вещателя. Пан Андрей, а кто эти 14 вещателей? С кем нам сегодня предлагают конкурировать? Ну, подождите, вы уже говорите о том, что вам предстоит конкурировать с какими-то конкретными вещателями. Нет, это была позиция министерства, это была когда позиция они публиковали министерства. на своем 3 сайте февраля, когда опубликовали информацию, шла речь о том, что вот есть 14 вещателей, которые якобы обратились за помощью к вам в министерство. Да, у нас есть обращение. Кто эти вещатели? Можете назвать? Кто эти вещатели? Кто претендует на деньги АТР? Нет, подождите. Никто на деньги АТР не претендует. Есть вещатели, которые претендуют на государственную помощь. Это и радиокомпании, и телекомпании, и те, которые вещают на Крым, и те, которые вещают на Донецкую и Луганскую оккупированную часть Донецкой и Луганской областей. Мы, разумеется, будем проводить тендер на разные лоты. Конечно, нельзя сравнить радио, вещающее где-нибудь в Волновахе, и телеканал, вещающий на Крым. Особенно понятно, что отдельным лотом будет стоять телевещание на крымско-татарском языке, потому что это отдельная зона ответственности государства поддержать крымско-татарский язык. Смотрите, у меня такое замечание. Вы говорите, что в бюджете, в принятом бюджете нет ссылки на то, что деньги предусмотрены именно для АТР. Но в программе, которая была разработана позже, написано «Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК та підтримка системи державного іномовлення України». Передбачено 348 мільйонів гривень, з них 50 мільйонів 340 тисяч на фінансування телеканалу АТР. Это написано в программе. Вы говорите, что про АТР... Я не знаю, про какого документа сейчас цитируете. Эта программа уже разработана, я так понимаю, Минтотом дальше. И также еще, что деньги предусмотрены как субсидия, а субсидия же не разыгрывается в лотах, я так понимаю. Субсидия — это прямая помощь. Вы сейчас, извините, при всем уважении к вам, вы сейчас сказали набор слов. Минсот, программа, субсидии. Вот вообще не собирается вообще единое. Не, подождите, в бюджете это было предусмотрено как субсидия. Субсидия — это значит прямая помощь, государство выделяет. Это и людям предусмотрена субсидия. Написано, что это субсидия. И у меня сейчас документа нет, я вам прям процитировать не могу из документа, но я вот знаю, вот есть программа. У меня есть цитата из программы, как это было написано. Именно написано. Программа, сейчас я могу попросить, редакторов напишут. Сейчас напишут название программы, и мы им точно сможем сказать. Я вам говорю, що порядок використання коштів на ці 50 мільйонів ще не затверджено. Він зараз тільки буде знаходитися на погодженні центральним органом виконавчої влади. Порядок використання коштів по цій програмі бюджетній. А каким образом будет утверждено? Также путем применения конкурсов, тендеров?
Я хочу еще раз вам напомнить украинского законодательства, которое гласит о том, что государственные деньги для негосударственных структур могут выдаваться только на конкурентных засадах. Мы это все понимаем, это в рамках закона, это все правильно. Но вы же понимаете, Крым оккупирован, телеканал АТР выехал из Крыма. Мы не у себя дома, мы находимся тут, можно сказать, на птичьих правах, хотя и в своем государстве, в столице Украины. Я вот такой пример привел. Вот у нас недавно в студии был Изет Гданов, и он говорит, вот, к примеру, государство принимает студентов, абитуриентов, которые выезжают с оккупированных территорий и дает им квоты. Они же не на общих основаниях, сдавая ЗНО, поступают в украинские вузы. Им даются квоты, они бесплатно поступают в украинские вузы. Телеканал АТР такой же беженец, переселенец на своей территории. Почему-то для телеканала АТР, может сказать, таких поблажек или там условий, чтобы работать, поддерживать дальше, почему-то нет. Почему-то каждый год для АТР изобретают велосипеды. Никакие другие каналы в Украине не предусмотрена поддержка за государственный счет. Не предусмотрено. Или радиовещатели, которые осуществляют вещание на оккупированной территории, получили сейчас такое право. Но таких же немного телеканалов. Из Крыма сколько телеканалов? Давайте, если про Крым говорить, сколько телеканалов вы знаете, которые выехали из Крыма, сохранили украинскую, проукраинскую позицию? Два телеканала. Да, Черноморская телерадиокомпания. Черноморская телерадиокомпания и телеканал АТР. Да. Пане Андрей, вот несмотря на законы... Вас не смущает, что в прошлом году получила только АТР, но не получила Черноморка? Мы же не против, чтобы другие телеканалы, СМИ получали. Мы только за, даже не 50, а по 100, а по 200, чтобы, наоборот, государство говорило, развивайтесь, наоборот, вещайте больше, чтобы Крым смотрел. А почему-то государство всегда лимитирует 50 миллионов, и то, которые практически невозможно до конца получить. Вечно у нас там в бюджете денег нет, понятно, у нас там государство не идеальное, но почему-то всегда такие проблемы происходят. И вы тут говорите, что ничего страшного, что вы получили, а Черноморка нет. Мы наоборот, чтобы Черноморке 200 дали. Ну, как бы не надо те деньги, предусмотренные в бюджете, как субсидия для телеканала АТР, распределять для других вещателей. Как бы это не совсем справедливо. Если бы в бюджете было записано, что это субсидия каналу АТР, то мы бы сейчас с вами не дискутировали. В бюджете не написано, что это субсидия каналу АТР. А вы можете зачитать, как там написано сейчас? 2021 год, и посмотрите. Пане Андрей, может быть, под рукой у вас есть? Могли бы процитировать, как там написано? У меня под рукой сейчас закона нету. Пане Андрей, вот несмотря на законы, о которых вы сейчас говорите, да, ну вот есть константа. Если сейчас Министерство по вопросам реинтеграции в вопросе телеканала АТР выбирает первый путь в виде проведения конкурсов, там, лотов и так далее, телеканал АТР, по сути, умирает. Если находится какой-то другой путь и оставляется помощь телеканала АТР, оставляется все так, как было, то мы продолжаем свою реальную борьбу за деоккупацию Крыма. Что выберет Минреинтеграции? Я бы сейчас тоже погано чути, вот просто я через слово чую вас. Мне продублировать вопрос, пан Андрей? Да. Алло. Да, мне продублировать вопрос, или вы расслышали? Якщо можливо, так. Скажите, вот несмотря на все законы, о которых вот мы сейчас с вами говорили, дискутировали и так далее, есть константа. Если сегодня Министерство по вопросам реинтеграции выбирает первый путь в виде проведения конкурсов, лотов и так далее, телеканал АТР фактически умирает. Если же выбирает второй какой-то путь и финансовая поддержка для телеканала АТР в размере 50 миллионов остается, то мы продолжаем свою реальную борьбу за деоккупацию Крыма, потому что мы сюда приехали работать на Крым, на оккупированный Крым. Какой путь будет выбирать Министерство реинтеграции? Мы выберем путь, который позволяет выполнять законодательство Украины и обеспечивать поддержку вещателей, которые ведут борьбу с агрессором. Потому что вы сейчас ставите или не совсем правильно, манипулируя общественным мнением. Потому что на сегодняшний момент, если будет конкурс на поддержку
телеканала, который вещает в том числе и на крымско-татарском языке и вещал, имел лицензию на вещание до 2013 года, я, честно говоря, другого канала, кроме вашего, не знаю. Дякуємо дуже вам, пане Андрію. Чухсагл, у нас Андрій Мірошниченко був з нами на прямому зв'язку. Советник министра по вопросам реинтеграции временно оккупированной территории. Пане Борисе, что вы поняли? Я понял, что есть законодательная база, и в этот раз, в этом году, другая формулировка в бюджете. Если раньше она не вызывала там каких-то дополнительных трактовок, да, субсидий телеканалу АТР, да. Все. Прямая субсидия была, да? Прямая субсидия, да. И теперь подводится к конкурсу. Вопрос в другом. Я хотел бы все-таки услышать, кто и как будет формировать условия для конкурса, когда этот конкурс будет проведен, потому что мы понимаем, что если его провести летом, то телеканал АТР до лета не дотянет. У нас есть информация, что через полгода, возможно, будет объявлен Этот разговор конкурс. был при встрече руководства с министром Резниковым. Ну, то есть я понимаю, что если максимально затянуть эту процедуру, то никто не будет сидеть, то есть канал просто будет простаивать, финансирования не будет, люди будут искать работу, и канал умрет. Тогда уже через полгода, через год, мне кажется, смысла проводить конкурс, даже если он будет в пользу АТР, его там нужно будет снова восстанавливать, снова собирать людей и так далее, и так далее. Пане Борис, у нас сейчас на прямой связи гендиректор телеканала АТР, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. Ленур, ассаляму алейкум. Алейкум салям. Ленур Бей, вот вы сейчас слышали нашу дискуссию с советником министра реинтеграции. Что скажете? Не, ну это, знаешь, это полное, как он там назвал, что вы манипулируете, да, мнением. Так вот, кто именно был манипулятор, так это он. Во-первых, он говорил, что была какая-то встреча, на которой мы все уже обо всем договорились. Мне было бы интересно. На этой встрече был не только я. Был Мустафа Джемилев в прошлом году, был Ильфат Чубаров, Рустем Умеров. Их был вот этот замечательный господин Резников. Он Алексей или Алексей, скорее всего, Алексей. Вопрос в другом. Вопрос в том, что мы ни о чем не разговаривали в плане того, что мы там договариваемся чего-то делать там или к чему-то еще делать. Это были общие разговоры. Общие разговоры, знакомства друг с другом. Все. То, что сейчас сделало Министерство реинтеграции, это полная дискриминация. Вы самый главный вопрос не задали. Вы пытались там копаться в программах, в которых они специалисты, и они, в принципе, вас по этим программам поводили. А вообще надо было просто спросить, как попали деньги в Минтот? Как они попали? Почему они попали как субсидия по 26.10? Почему Резникову пришлось экстренное совещание проводить 21 декабря и переводить эти деньги с 21.60 субсидий на 22.40? Если они сразу попадали как помощь другим телеканалам, почему вдруг такая история произошла и пришлось ему менять назначение денег экстренно? Почему? Вот это он вам должен был объяснить. Теперь по поводу того, что он говорил, что там не написано АТР, и специально там в бюджете не написано АТР. Это тоже манипуляция. Никогда АТР не писался вообще в бюджете как финансирование телеканала АТР. Всегда принимался бюджет, где подразумевались деньги для и навещания, и для мов коренных народов. По программе такой-то. Она была всегда 31, 10, 20. В прошлом году и в этом году 31, 10, 80. Почему в прошлом году появился там АТР? Это потому, что впервые был Зеленский президентом и принимался бюджет. И вот когда в первом чтении нас не было, нас включили специально, чтобы не было недопониманий, потому что в первом чтении бюджета нас вообще не было даже в программе. И пришлось уже в бюджете, во втором чтении, пришлось включить АТР специально. А в этом году мы были уже в программе. То есть уже были предусмотрены. Что Мирошниченко не знает, что прежде чем попасть вообще в программу, работа идет с Минфином, мы работали с Минкультом, мы же даже попали на вилку на это. Нас Минкульт передал в Минтот. Мы же все это готовили в Минкульте, и передачу, надо отдать должное Минкульту. Там очень профессиональные работают Ткаченко люди. И они очень свою работу правильно сделали, очень четко сработали. А Мирошниченко за счет того, что Минтот просил 250 или там сколько они там денег просили на министерство, а получили только 350 миллионов, из них 298 миллионов телеканалу «Дом»,
замечательному, и 50 миллионов наши деньги. Ну, дом у них просто зубов не хватает напасть и там что-то там ковыряться. А мы оказались беззащитны. Вот и все. Плюс Мустафа у нас, получается, в партии оппозиции власти. И это тоже один из элементов, тот, который говорит о том, что они хотят давить таким образом на Мустафа. Вот именно это давление на Мустафа, в принципе, мы сейчас как бы все и ощущаем. Это мы держим этот первый фронт. И это Мирошниченко вам тоже не сказал. Поэтому все это в полном виде манипуляция. 14 мовников, которые появились через 7 лет оккупации Крыма, которые заботились о Крыме, почему их нет на суде сегодня у Мустафы Джемилева в Крыму? Почему их не было, когда меня судили в Крыму? Где они были, когда была блокада Крыма, эти мовники все? Где вообще они, когда они вообще появились все? Мало того, Мирошниченко не сказал, что в январе месяце он разослал всем этим мовникам так называемые письма, где запросил, а вот дайте, пожалуйста, требования, что вы тоже нуждаетесь в финансировании. Это чистым образом манипуляция. Он просто не знает крымских татар. Ни Мирошниченко этот где-то в какой-то стране жил непонятный, ни Резников. Потому что если крымских татар, на самом деле мы уже 30 лет в этой стране живем, и 30 лет мы боремся за место под солнцем здесь. Не в АТРе дело вообще, ни при чем АТР здесь совершенно. Здесь именно политический статус крымско-татарского народа. Сегодня АТР, завтра будет Меджлис. Меджлис, Мирошниченко вам не сказал, а русские уже там говорят. Они говорят, Меджлис не зарегистрированная организация. И что теперь? Не надо разговаривать теперь с Меджлисом, не надо разговаривать с представительским органом крымских татар, не надо его поддерживать. Как вы будете его поддерживать, если его нет на самом деле в бюджете и нет где-то еще? Об этом Мирошниченко не сказал? Все лидеры стран встречаются с представителями Меджлиса и с представителями Конгресса. Все дипломаты, все какой бы ни были, присутствуют в телеканале АТР, пишут нам письма. Такие как балтийские страны, как Латвия, Литва, вообще не понимают, что происходит второй год подряд. Не происходит. В Литве, если этот Мирошниченко не знает, этот год признан годом крымских татар. Они их называют литовские татары, но они имеют право на это, потому что наши истоки в Литве. Мирошниченко тоже этого не знает. Он знает только одно — деньги. А им нужны деньги, им нужно влияние, чтобы продолжать дальше политическую карьеру. А мы хотим только одного. Мы хотим правды и хотим вернуться в Крым, к себе домой. Где не будем зависеть ни от каких бюджетов, ни от каких Мирошниченко, ни от каких Резниковых. И поэтому, когда он видит в студии молодых журналистов, которые еще не такие опытные в таких вот этих партийных разных вот этих вот бюджетных программах, он пытается разные придумать конкурсы. Деньги распределяются как субсидия. И если конкурс делать, то должны были конкурс делать мы сами на телеканале АТР, а не министерство как распорядник коштов по 22.40, как программу, которую они перевели. Вот что они делают. Поэтому это тоже манипуляция. Мы все это видели, поэтому это уже не первый год. Не бог шлеселер, шлеселер. Ничего у них не получится. Как мы были не сломлены, у нас лозунг «Бойсен Наган». Так и будем такими же. А Мирошниченки, Резниковы, все эти приходят и уходят. Их не будет завтра тоже всех самих. А крымско-татарский народ как был, так и останется. АТР как был, так и останется. Меджлис как был, так и останется. И дело не в Меджлисе, и дело не в АТРе сейчас, а дело в оккупации Крыма. Пусть думает каждый день, встает не о деньгах, а пусть думает о том, что он сделал для тех, которые живут в Крыму. Что он сделал для них? Что он отменил, что он облегчил? Что он помог тем людям, которые политзаключенные, они сидят там? Что он думает о Сервере Мустафаеве? Он Сервера Мустафаев вообще знает, где он там же находится? В какой тюрьме сидит? Поэтому, Гульсум, bizim hakkımız var. Bunların hepsilerini yok edeceğimiz bunlar. Bunlar olmazlar bu devlette. A biz oluruz. Ben bundan eminim. Siz de başınızın koterip boysunmayıp bunlara betine böyle tüküreceğimiz hepsilerine. Milli tamırlı halk olarak. Аминь. Ленурага, еще один вопрос. Да. Польша уже заявила о своей обеспокоенности с той ситуацией, что происходит на телеканале АТР с финансированием. Вы говорите про страны Прибалтики. Какие предложения поступают телеканалу АТР от этих стран? Прибалтика нам уже там, ребята уже прислали помещение, где мы можем уже переехать. Написали петицию в Сейм. Я уже разговаривал с министерством, правда, еще пока не с первыми лицами, но разговаривал с министерством иностранных дел, которые обеспокоены то, что происходит. Но я думаю, что они суверенная страна, они сами об этом будут говорить, я надеюсь. Но Литве не надо объяснять, кто такие крымские татары, и Литве не надо объяснять, почему нас надо поддерживать и не устраивать с нами цирк какой-то.
с коренным народом вообще цирки, мы насмотрелись уже в Крыму тоже. Когда нам говорили, что вы не один такой народ, что есть еще греки, армяне, урумы, кто-то еще. Они, наверное, забыли, что Крым кем населяли и куда мы вынуждены были отправляться. Наши лидеры, надо отдать им большое здоровье. Они для Украины столько сделали. Они для крымских татар столько не сделали, сколько они сделали для Украины. И эта страна какой-то в лице этого Мирошниченко нам устраивает то, что мы должны еще попрыгать, еще пока в это время. Вот мы сегодня, вчера, позавчера, эти 4 дня посвящаем копошению внутри материковой Украины, вместо того, чтобы заниматься тем, что происходит в Крыму. Вот основная задача тех людей, которые все это устраивают. Вот именно вот в этом весь смысл всего этого дела. Çok sağ olun, Ленур Бей. Ленур Ислямов, гендиректор телеканала АТР, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, был с нами на прямой связи. Если действительно так произойдет, что правительство Украины сегодня не предоставит телеканалу АТР, коренному телеканалу крымских татар, коренному народу Крыма, финансовую помощь и реально таким образом помешает нам вести нашу информационную войну на нашем фронте в направлении деоккупации Крыма, это можно описать словами Швондера из произведения Булгакова «Собачье сердце». Это какой-то позор. С нами сейчас Юлия Клименко на прямой связи, народний депутат України, фракція «Голос». Пані Юлія, вітаю вас. Добрий день. Я тут багато вже послухала. Да, у вас, наверное, есть что сказать. Мы слушаем вас, будь ласка. Є що сказати. Я вам скажу чесно, я навіть на своєму столі знайшла бюджет. І знайшла статтю, по якій фінансується забезпечення інформаційного суверенітету України, стаття називається. В ній є 355 мільйонів, які, я так розумію, включає 300 мільйонів каналу «Дом» і 50 мільйонів, які виділялися каналу АТР. Ця стаття є, вона не звучить як, скажімо так, стаття, яка, тобто чітко написано «Забезпечення інформаційного суверенітету». Тому міністерство, яке не знає і не вміє користуватися бюджетним кодексом і бюджетом, повинно отримати перш за все роз'яснення в комітеті бюджетному, чим ми і займемось наступного тижня. Тому що я думаю, що комітет бюджетної Верховної Ради в стані дати роз'яснення, як використовується ця стаття і що вона може бути використана так, як вона використовувалась того року. А саме для виділення коштів телеканалу АТР і виділення коштів, які були заплановані на поки що нікуди не полетівший канал «Дом», який взагалі ніхто не знає, не бачить. Я вам хочу сказати, я коли буваю в Луганській і Донецькій неокупованих територіях, там цей канал, в принципі, не включається. Ну, тобто я не знаю, чи він є, чи він немає, і для чого виділяти такі кошти каналу, який на даний момент не функціонує. Ну, це окреме питання. Що стосується каналу АТР, я думаю, що до того, по-перше, я приношу вибачення і перепрошую за ту ситуацію, яка склалася з урядом України. Мені соромно за їх непрофесіоналізм і нерозуміння того, що канал АТР і інформаційна боротьба на даний момент України так само важлива, як і боротьба на війні, на першій лінії фронту. Дякуємо вам за підтримку. Пані Юлію, а що делать в даній ситуації? Що би ви посоветовали телеканалу АТР? Як бути зараз? Дивіться, перше, звернутися до комітету Верховної Ради бюджетного. Він може дати роз'яснення, і він це робить регулярно по різних програмах державних, які не може ніяк Кабінет міністрів використати. Роз'яснення з приводу використання цієї статті. Тоді Кабінет міністрів і от пан Резніков з паном Мірошніченко, вони тоді знімуть з себе відповідальність, і фактично це буде колективний орган, бюджетний комітет, який прийме це рішення і надасть можливість фінансування каналу. Тим більше, що цей канал таким чином фінансувався багато років. Якщо це не якась диверсійна операція на користь Російської Федерації, то я, в принципі, думаю, що це питання не треба виносити на рівень міжнародний, а можна вирішити в Верховній Раді і Кабінеті міністрів і фінансувати ваш телеканал. Ну, это же, пані Юлия, это же все укладывается на самом деле в русскую парадигму. Я вспоминаю 2015 год, когда телеканал АТР был вынужден выехать на материковую часть Украины, и тогда
знаете, тогда же русские нам не говорили: все, мы вас закрываем, вы неудобны. Там же тоже были различные бюрократические лабиринты, которые они устраивали, таким образом не предоставляя лицензию на вещание. И сегодня, в принципе, делается то же самое. Только если тогда мы были в какой-то степени рады, что нас закрывают, потому что мы понимали, за что. Мы понимали, что нас закрывают, потому что это враг, потому что мы говорим правду, потому что мы говорим, что Крым оккупирован и Крым является частью Украины. То с этой стороны мы видим, что это делает сегодня правительство Украины. И это уже не смешно. Ні, це точно не смішно, насправді, тому що в мене є дві версії. Перше, повний непрофесіоналізм людей, які сидять на своїх посадах в Кабінеті міністрів. Ви не перші, ні останні, у яких проблеми з тим, що Кабінет міністрів не може, він не знає, як працювати. Він не розуміє, як працює державна машина, і також не вміє користуватися законами, вони їх просто не читають. Це дуже низький рівень професіоналізму, на жаль, тому що люди прийшли, які взагалі нічого спільного з державою ніколи не мали, вони не розуміють, як це все працює. Перше. Друге, це дійсно саботаж цілеспрямований, який, ну, скажімо так, ініціюється точно не в Україні, а в Російській Федерації, тому що вони зараз покажуть на всіх телеканалах, яка Україна погана, вона сама виживає кримських татар, значить вона здала Крим і так далі і тому подібне. Ця риторика вже лється з телеканалів. Так. І це насправді дуже прикро, тому що Україна сама дала привід говорити про це. Тому давайте так, я як депутат і маючи можливість контролю над діяльністю виконавчих органів влади, я зроблю все для того, щоб це питання або вирішилось на рівні Кабінету міністрів, або було передано в бюджетний комітет, і там вирішили з точки зору роз'яснень. Якщо, безумовно, це політика, так би мовити, політика, яка спрямована фактично на дезінформацію і на інформаційне знищення кримсько-татарського мовлення, тоді це вже будемо розбиратися по-іншому. Але на даний момент я просто єдине, що я можу зробити, я прошу вибачення. Я слухала пана Мірошніченка, мені соромно за нього, я вам чесно скажу. Тому що те, що він говорив, перше, людина не розуміє, як працюють державні програми. Друге, вона не розуміє, для чого ці програми були створені багато років назад і що це є національна безпека. Я просто перепрошую. Мы просто видим АТР как такой бедный ребенок, которого вот уже, если посмотреть, с 2016 года АТР получает финансовую помощь от государства. Поначалу распорядителем денег было Минсоцполитики, министерство, потом Минкульт, а теперь уже Минтот. Нас постоянно футболят от одного министерства в другое, и каждое министерство придумает какие-то новые правила. Нет ли общих правил, которые бы использовалось каждым министерством? Ви знаєте, на жаль, ці правила окремо немає, але є бюджетний кодекс, який чітко визначає статті, які можуть, і як вони використовуються. Просто ми раз і назавжди на 2020 рік, 2022 рік давайте не пропустимо, а зробимо ту статтю захищену, яка буде дозволяти вам отримувати кошти в рамках забезпечення національної безпеки, і тоді вас не будуть пиняти з одного міністерства з іншого. І просто це треба правильно виписати на рівні бюджетного процесу, коли буде бюджет на 2022 рік. Дякуємо дуже. Дякуємо. Юлія Клименко, народный депутат Украины, фракция «Голос» была с нами на прямой связи. Спасибо вам за поддержку. А вы можете также звонить к нам в студию на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь к нашему эфиру по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Нам важен ваш голос. Смотрите нас на YouTube. Там мы подписаны как телеканал АТР большими буквами латиницей. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и наши программы вы можете там видеть в записи. Нам важна ваша поддержка. АТР есть на Patreon. Вы можете стать патроном телеканала АТР.
эфира, подписаться и поддержать нашу большую семью. Также поддержать телеканал АТР вы можете, отправив деньги на карту телеканала АТР, которую вы видите сейчас на ваших экранах. Сегодня каждая гривна, каждая копейка для нас чрезвычайно важна. Я хочу поблагодарить всех, кто на протяжении этих всех дней находится с нами, поддерживает наш телеканал. Çok sağ olunuz. Ayrıca Kırım Tatar tilinde sizlerге teşekkürlerimi bildirmege istейм. Sağ olunuz, достар. Член Меджлиса крымтатарского народа Гаяна Юксель присоединяется сейчас к нашему эфиру. Гаяна Ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Гаяна Ханум, как вы смотрите на ту ситуацию, которая ежегодно повторяется вокруг телеканала АТР? Ежегодно государство придумывает какие-то велосипеды, какие-то новые механизмы и само не знает, каким образом оказать нам поддержку. В итоге говорят, что в этом году уже, что претендуют на те деньги, которые были предусмотрены для телеканала АТР, еще и 14 вещателей. И мы не одни. Шевкетбей, к сожалению, для меня каждый год в информационном плане начинается с какого-то такого печального и недопустимого дежавю. Эта ситуация наблюдается уже третий год подряд, и третий год подряд вроде бы деньги в бюджет закладывают, да, чтение бюджета проходит нормально, мы знаем, что на телеканал деньги заложены, но когда дело доходит до исполнения бюджета и до непосредственного получения каналам денег для своей деятельности, для своего функционирования возникают вот такие проблемы. Это, конечно же, недопустимо. Это не просто жаль, это то, что подрывает нашу деятельность, дискредитирует, уничтожает дух людей, которые находятся в Крыму, для которых телеканал АТР — это такой мост, не только информационный, но и духовный, да, потому что это не просто информация, это связь, это и настроение, и эмоции, и информация обо всем о том, что происходит. Поэтому это, конечно, недопустимо. Я уже несколько дней слежу за вашими эфирами, заверениями со стороны действующих чиновников и представителей законодательной власти о том, что эта ситуация должна быть решена. И считаю, что она в ближайшее время должна быть рассмотрена и приведена к какому-то четкому, понятному механизму. Не может год начинаться с того, что АТР объявляет кампанию «Спасите АТР», и в спешном режиме, в пожарном режиме находятся какие-то инструменты, механизмы, причем, как оказывается, они одноразовые, для того, чтобы канал работал. Их нужно действительно выписать четко, принять, закрепить в законодательстве и дать возможность журналистам, руководству телеканала сосредоточиться непосредственно на их профессиональных обязанностях, а не на тех вопросах, которые отвлекают, не на таких вот печальных финансовых вопросах. Гайна Ханум, с чем вы связываете эту ситуацию? Можно ли это списать на непрофессионализм, на дилетантство, или же все же это такая целенаправленная политика, которая идет? Вы знаете, Гульсум Ханум, я бы это связала с отсутствием системности в крымской политике. Вот та бессистемность, та, может быть, какая-то одномоментность, да, которая наблюдалась в последнее время на протяжении оккупации, я имею в виду начало оккупации, последние 7 лет ее, они все-таки по большому счету характеризовались определенной бессистемностью. И вот это последствие вот этой вот такой бессистемной политики и бессистемного подхода. Когда бы был один единый четкий механизм понимания распределения функциональных обязанностей, ответственности, ролей, понимания того, как работают те или иные механизмы, связанные в том числе и с государственным бюджетом. Когда это будет, тогда вот таких вопросов не будет возникать. Я не думаю, что речь идет о целенаправленном уничтожении канала. Все-таки из тех контактов, которые мы имели, мы видим понимание и осознание того, что канал нужно сохранить, и он должен продолжать свою работу. Я имею в виду настроение украинского политика. Но вот сам инструментарий и выполнение вот этого подхода, его нету.
Чтобы он был, его нужно сесть, один раз прописать, закрепить в законодательстве и больше не возвращаться к этому вопросу. Можно сколько угодно говорить о том, что мы поддерживаем первый крымско-татарский телеканал АТР, мы поддерживаем крымско-татарский народ. Я даже крымский татарин, говорил один из президентов Украины, но при этом слова расходятся с действиями. Если посмотреть на телеканал АТР, снова нас ставят в такое положение и выставляют заведомо невыполнимые условия. Минус 1 миллион это уже не хватает, если говорить о 50 миллионах, а сейчас их пытаются распределить между другими 14 вещателями. Это только ситуация ведь с телеканалом АТР. А если взять все другие крымско-татарские вопросы, которые тоже по сегодняшний день не получили никакого позитивного отклика, это и вопрос о законе о коренных народах, это и вопрос о внесении изменений в Конституцию Украины в части крымско-татарской национальной территориальной автономии, это вопрос о топонимике, это вопрос об упразднении уполномоченного президента по делам крымско-татарского народа, это вопрос об указе Милли Меджлиса, который был разработан с представительством президента в Автономной Республике Крым о взаимодействии с Меджлисом. Можно долго перечислять это все. Почему так происходит? Почему такое отношение именно по крымско-татарским вопросам? Что это, если не дискриминация крымско-татарского народа? Вы абсолютно правильно называете все эти болевые вопросы, которые не решены на данный момент. И здесь говорить о том, что мы, собственно говоря, эту позицию и озвучивали, и держали, говорили о том, что вопросы, которые накопились в отношении крымских татар, они не решаются, не рассмотрены, они находятся в таком подвисшем состоянии. Вот. Есть какое-то такое взаимодействие по определенным сферам, но решение вопросов, связанных именно с крымско-татарским вопросом, а вот из тех озвученных документов, и еще из многих других и позиций, их нету. Я все-таки бы слово дискриминация или можно и дальше идти, да, и думать о геноциде, я бы все-таки не использовала. Я думаю, что это вот отсутствие системной политики. В последнее время в Меджлисе говорят, озвучивают ту проблему о том, что мы находимся в определенном таком, скажем так, тупике, да, во взаимоотношениях с властью, потому что обещания озвучены, они озвучивались 18 марта, они после были озвучены, но конкретных решений и выхода пока нету. Я всегда говорила о своей позиции, говорила о том, что в этом вопросе, вообще в решении этих вопросов нам нужно действовать более целенаправленно и более открыто. Мы должны уже говорить об этом публично. Не принимаются два закона, не принимаются изменения в Конституцию. Действительно, не подписан указ о взаимодействии с Меджлисом крымско-татарского народа со стороны администрации президента и так далее, и так далее. Плюс к этому всему на начало года мы получили проблему с АТРом. Вот об этих проблемах нужно говорить более открыто и, возможно, возвращаться к определенным принципам деятельности, которые были закладены, заложены в национальном движении. А что это за принципы? Вы знаете, принципы публичного оповещения, сосредоточение внимания на проблеме, обращение к тем силам, которые нас поддерживают, но уже более системно. Вот. Я думаю, что чем больше мы будем молчать, тем больше будет проблем накапливаться. Мы их будем... я все-таки надеюсь, что ситуация с АТР разрешится, потому что в прошлом году она тоже была достаточно критическая, потом выход из проблемы нашли. Но другие вопросы не решены. Вот, поэтому здесь нужны более такие открытые, на мой взгляд, публичные методы работы и обращения к руководству Украины и к тем силам политическим, которые нас поддерживают. Гаяна Ханум, хотел спросить, как члена Меджлиса, как крымской татарки, Гульсум прошлась по всем этим пунктам нерешенных вопросов. Есть ли у вас надежда, что при нынешней власти эти вопросы, которые Гульсум озвучила, и по автономии, и по изменениям законодательства, принятия законов о коренных народов, что-то будет сделано? Или опять уже 2 года президентства Зеленского, Верховной Рады, еще осталось 3 года, поэтому есть ли надежда, что за эти 3 года какие-то изменения в позитивную сторону в решениях вопроса крымских татар стоит ожидать или не стоит?
Шевкетбей, надежда умирает последней, надежду никогда нельзя терять. Вы знаете, что потеря надежды даже согласно нашим религиозным канонам является очень большим недостатком, и не стоит терять надежду. То есть надежда есть, но есть четкое и, скажем так, холодное понимание происходящей ситуации. Я еще в прошлом году, в конце прошлого года говорила о том, что при нынешнем созыве Верховной Рады, на мой взгляд, изменения в Конституцию проведены не будут. Вот именно изменения в Конституции. Есть еще определенная, скажем так, надежда, положительная надежда в плане принятия закона о коренных народах, потому что здесь, и может быть даже о статусе крымско-татарского народа, потому что здесь не стоит уже ждать инициативы президента, должны инициировать депутаты и депутаты, которые нас поддерживают. Вот. Но по изменениям в Конституции я считаю, что, на мой взгляд, вот при нынешнем составе Верховной Рады, при нынешней власти эти изменения проведены не будут. Çok sağ olunuz Gayana Hanım. Да, я все-таки, язык дегенде, все-таки надежду терять не стоит и опускать руки не стоит. Мы 7 лет живем в таком режиме, да, когда мы боремся за деоккупацию, мы боремся на международном уровне, в Украине отстаиваем свои права. Несмотря ни на что, руки опускать не стоит, продолжать стоит, но нужно очень трезво оценивать ситуацию и, на мой взгляд, изменять определенные методы ведения работы. Çok sağ olunuz Gayana Hanım. Гаяна Ханум, член Меджлиса, была с нами на прямой связи. Спасибо за поддержку, спасибо за советы. Спасибо всем, кто поддерживает телеканал АТР. В частности, сегодня нас поддержал народный депутат Украины и «Слуги народа» Виталий Безгин, который написал депутатское обращение вице-премьеру, министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Это депутатское обращение, в котором народный депутат попросила объяснить и разъяснить ситуацию, которая сложилась сегодня вокруг телеканала АТР. Как нам подсказывают наши редактора, сейчас должен присоединиться следующий гость к нашему эфиру, хотя уже нам нужно, я так понимаю, завершать этот блок, потому что буквально через несколько минут должна быть информационная программа «Замана», а далее в этой студии марафон продолжит наш коллега Айдер Муждабаев, у которого в гостях будет народный депутат Украины из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Да. Вот что удивляет, мы видим реакцию европейских стран, позицию Польши, позицию Прибалтики, которые заявляют о том, что недопустимая ситуация, которая происходит с АТРом, которые готовы АТР забрать к себе, поэтому это очень удивляет, что отношение украинской власти вот такое холодное к своему же народу, своим же гражданам. Вообще, если вспоминать 2016 год, Шевкетбей, вы помните, да, что необходимость поддержки телеканала АТР в специальной резолюции по Крыму еще в феврале 2016 года была прописана Европарламентом. Потому что даже Европарламент сегодня понимает, насколько что важно АТР поддерживать. Там даже было прописано, что АТР, да, не просто там СМИ. Как первый крымстарский телеканал АТР, потому что АТР — это голос Крыма на материковой части Украины. АТР — это голос Украины на территории временно оккупированного Крыма. Да, мы хотя бы можем говорить, находясь здесь на свободной части Украины, на материке, то, что наши соотечественники, крымские татары, находясь в Крыму, не могут сами публично про это заявить. Они могут передать информацию нам, мы уже заявить в общее обозрение, поэтому узнают все. Вот это является одним из мостов, который связывает материк Украины и оккупированный Крым. И телеканал всегда дает надежду, что Крым будет освобожден. Ленурбей правильно отметил про Сервера Мустафаева. Сервер Мустафаев сегодня политический заключенный. Я не знаю, знает ли о нем господин Резников или господин Мирошниченко, которые включились к нам в эфир. Это журналист телеканала АТР, который на территории временно оккупированного
события, которые там происходят, освещал обыски, которые происходят там в отношении крымских татар, показывал, он делал стримы постоянно на своей странице Facebook, высылал видео для телеканала АТР, несмотря на все. И что случилось? Его задержали оккупационные власти и вынесли приговор. 14 лет лишения свободы. За что? По надуманной статье. Безусловно. Ну что, мы сейчас прощаемся. Да, прерываемся, и эфир продолжит выпуск «Заман». После этого встречайте в этой студии Айдера Муждабаева с гостем Алексеем Гончаренко, народным депутатом Украины от фракции «Европейская солидарность». Корушкенч.